Махмуд Али Калиматов, открывая встречу, рассказал собравшимся, какими были для республики последние несколько лет. Главным достижением глава региона отметил уход от мер бюджетного принуждения. Госдолг республики собирался не один год, и на сегодня, благодаря работе руководства и правительства, мы смогли выбраться из долговой ямы. Также Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что за 4 года заметно выросли налоговые и неналоговые поступления местного бюджета. В регионе собрали свыше 9 миллиардов рублей, когда в 2019 году эта цифра была чуть больше 3 миллиардов. Сегодня в целом я хотел бы поделиться с вами Карбулак Дали, в целом Республик Маивей. Да? Поэтому сегодня, на сегодняшний день я вам хочу сказать, у нас социально-экономическая ситуация в республике, она положительной динамикой. То есть я вам скажу, что мы вышли с долгов, мы их расплатились, но то, что нецелевое использование финансов, нечистоплотные люди, что расхищали собственность, и у нас выражение «Тауали изм эдл ахдар вали, эдл ахдатс, нах ахдас». Цанар ахаицаче, медсестре не хватит, пенсионеру не хватит, учительнице не хватит. То есть нету такого, понимаете, сосуд, организм это как сосуд. С одного, другого все равно в жизни надо ответственность нести. И самая главная задача моя и правительства, и глав районов, городов, это в том, чтобы хайдедду ацхам тамаал. Даян дия жокдал. Дес даян. Жоп отслой. Поэтому мы следим за тем, сказали, сделали. Вот эта ситуация очень важна. Глава региона поделился, что видел, как Карабулак из маленького поселка за 30 лет превратился в небольшой город со своей инфраструктурой, социальными и промышленными объектами. На территории промзоны города работают несколько крупных объектов. Это завод АТМ, который выпускает биметаллические отопительные радиаторы, завод пластиковых труб «Полимер», а также ЖБИ. В прошлом году заложили камень под производство локальных очистных сооружений. Планируется построить завод сжиженного газа. После встречи перешла в диалог. Жителей больше остальных интересовал вопрос строительства городской больницы и поликлиники, а число больничных коек не меняется. Мы можем говорить, когда? Дело в том, что запросы отправляются уже несколько лет. В этом году также на поликлинику отправляются. То есть никакой, это вилами на воде написано, да? И по вашему поручению по больнице разработана документация медицинская, которая согласовывается с Минздравом России на сегодняшний день. То есть по поликлинике документация есть, по больнице, по стационару документация на этапе согласования. Поликлиника уже устная договоренность есть, но туда, как вы поручили... Поликлиника? Да. Ваше поручение было, начало обговорено, но они сказали нефтяник больницу, тогда в комплексе, чтобы это было. 60 койко-мест. Сегодня согласовываются медико-технические задания в Минздраве России. Как только мы получаем, мы проектируем закончить. До августа. Нет, подожди. Там медико-технические задания Минздрав наш дает. Да. Значит, и если оно у нас будет, то нам точно... Мы можем говорить, что мы в 2024 году начнем? 99% мы уже есть. На сегодняшний день есть. Поликлинику и больницу? Да, оно должно быть купе. Не хватает горожанам и объектов культуры. В Карабулаке есть детская школа искусств и музей ИЗО, но нет достойного ДК. В следующем году Карабулаку будет 30 лет. И хотелось, чтобы вы нам сделали подарок. Построили Центр культурного развития. Министр культуры где? Залина Сараиловна, у нас есть в плане Дом культуры здесь? У нас есть в плане, мы делаем заявки каждый год, и в этом году тоже была заявка сделана на строительство Центра культурного развития. Это реально когда может быть у нас здесь? Не раньше 26-го года. Надеюсь, давайте-ка вот что. Мы можем ускорить только, если получится. Нет в Карабулаке и спортивного комплекса. Этот объект интересует больше всего молодежь. Один из первых и хадзач о заме гитрас фок молодежь занимается этим мохтиги чок из гитрон иш мохтиги трансфок. Значит, я хосфок кегуш хамбит хон горди. Мачау, министр, что у тебя-то? На 24 год планируется.
Земля есть. Так, минуточку, вот видишь, Ажил, Урусхан. Ажил, то есть в этом году начинается строительство и окончится ФОК в 2025 году. Реанимирование простаивающих объектов – также тема, которую поднимают на встрече. Буквально за 4 года в республике возобновили производство на нескольких предприятиях. Заработала швейная фабрика в Али-Юрте, обувная в Назрани. Начал выпускать продукцию комбинат детского питания. Но еще много чего предстоит сделать. Стоят без дела построенные за бюджетные деньги светодиодные, доломитовые и кирпичные заводы. Но жителей Карабулака больше всего интересует судьба картонажной фабрики. Есть вопрос, Давай. я производственник. Ратанхана Цахаев Тайру Карбулака. Один из промышленных центров был Карбулак. Да. Мощный промышленный центр. Ну, болезнь с Москвы, болезнь по всей России шла. Так называемые условия приватизации, другое все развалили. Ваш предшественник развернул хорошую федеральную программу была и так далее подобное, но у нас, как инженеров, как специалистов, есть масса вопросов к этой команде осталось по сегодняшний день. Когда, невзирая на то, что мы с вами предложением подходили, объекты строили не привязаны ни к чему, ни к сырьевой базе, ни к другой. Таких примеров очень много в этой республике. Вон Сердолов, который у нас сейчас в Молговеке стоит, Это раз. светодиодный якобы. В Жайрахском районе, пожалуйста, Фуртовске стоят несколько. Галашки поставили, кирпичный завод, не привязать ни к чему. Ни к чему. Вот такие есть. Карбулак тоже сам. Вот мы сегодня сделали, мы в свое время делали этот вопрос. Мы сегодня сделаем анализ тех состояний, того состояния тех предприятий, которые брошены. Ну, которые... примерно какие? Пожалуйста, вот, например, пример, маленький пример. Построить картонажную фабрику. Чему? Стоит заброшенный оборудование, больше 100 миллионов денег. Вот посмотрите, я посчитал просто сад-гигант, Ажишбивий, потом АПК Сунжи и Помдурыжи. Ханзы, огурцы, еще 4 миллиарда. У нас в этом году в конце будет там 5-6 тысяч тонн было помидор. А сейчас огурцы и помидоры там будут 30-32 тысячи тонн. Это не разговор, это точно будет у нас. И второе, рассаду мы оказались, вот Албаков, Ажбикр, вот он как раз успел с Голландии вывести. Мы в России единственные рассаду клубники. Он их 600 тысяч в прошлом году, да? А в этом году, в 24-м конце, у нас будет 2 миллиона 400 тысяч этих клубники. А? Я сейчас скажу. А каждый знает, сколько стоит? 85 рублей. Росточек вот этот. Рассади. Это только в Голландии тогда. А у нас теперь она есть. Так вот я говорю, вот эти коробки нужны. Я посчитал, АПК Сунжа, потом это нужно и Реак, там тоже нужны. Потом черешня, у нас ребята Галаевы, а может быть, Даводыш, черешневый сад там посадили. Великолепно, кстати, молодцы ребята. Понимаете? Потом птицекомплекс. Сейчас мы его увеличиваем там будет до 10, 12, до 20 тысяч тонн. То есть коробка же есть. Мы закупаем их, поверьте мне, больше 1 500 000 000, 1 700 000 рублей наши предприятия платят и закупают эти коробки картонажные. Кэшера завод Дадолтигачер, Хамдеждасутигачахаш, я 3 года сужусь. Вот в чем вопрос. Понимаешь? Поэтому сегодня... Но тот завод, который построили, я хочу тебе сказать, раз уж, так сказать, 1960 года станки, они заранее закупили бэушные станки и поставили, и у них не было цели там выпускать эту картонажные. То есть, если я вам расскажу, как прокурор, у меня много там лежит этого всего, да, даже своим опытом я удивляюсь, такие схемы хищения, формы хищения умудрились, как они вот эти вот все придумали, я даже в практике не встречал. Понимаете?
Поэтому я монотонно судом все равно заберу. А за цахамы, кирпички дугяц, казенный, государственный. Если кто-то надеется, что он урвал землю там, ерда хогвачон, кедлу гвачонсу, дал су хаян хайок гешонас. Дал хаян хайок ил нигецанде нихдагубба. Больше 2 часов продлилось общение главы региона с населением. В адрес Махмуда Али Калиматова поступило 20 вопросов. Все записали в протокол и обещали дать ответ по каждому. Муслим Ганиев, Мухаммад Дарсигов, Сулейман Костоев, Магаз 24.